Кыргызстан принял ряд международных обязательств по правам человека, в которых обозначаются равные права для женщин и мужчин и равные возможности для их реализации. Гендерная программа ПРООН оказывает содействие для участия женщин в политической жизни. Проект оказал экспертную поддержку в разработке законопроекта о 30% квоте для женщин на выборах в местные кенеши. У меня была очень активная журналистская деятельность, и она всегда соприкасалась с социальными проблемами и с политикой. И если бы это не работала женская квота, да, я попала именно по женской квоте в список, меня бы в Жогорку кенеши не было. Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасынын орун басарлыгына депутат Аида Камчыбековна Касымалиева шайланды. Мы сейчас продвигаем, как форум женщин-депутатов, это квота не менее 30% мест в аильных кенешах. И все наши международные партнеры, которые занимаются этими вопросами и продвигают политическое участие женщин и их права, они нам очень сильно помогли. Одним из приоритетов гендерной программы ПРООН в Кыргызстане является борьба с ранними и детскими браками. Предоставляется помощь в разработке законов и нормативных актов. Повышается осведомленность населения с помощью гражданских кампаний. Над проектом работают не только государственные институты, но и религиозные лидеры, которые продвигают запрет религиозных браков с несовершеннолетними. Мечиттердин имамдарга буйрук бердик. Мисалыга бизде шаарда канча мечит болсо, ошол жерде биздин мечиттин кызматкерлери жашы жете электерге нике кыйган эмес. Ошону дагы бир алдын алуу түшүндүрүү иштерин жасап, мына жакында эле муфтият атайын каттоо журналын ачты. Ал юридикалык жакка эмес, бирок биздин мына диний кызматкерлерге милдеттүү. Ал жерде бүтүн ошол кыздын аты жөнү, паспорт номери, ошол баланын аты жөнүнүн паспорт номери, ата энесинин да макулдугу каралган. Программа реализует широкий спектр проектов по предотвращению насилия в отношении женщин. Известные, успешные женщины Кыргызстана используют свою платформу, чтобы продвигать решение гендерных вопросов совместно с ПРООН. К примеру, популярная дизайнерка Замира Молдошева организовала модный показ, посвященный легендарным женским образам Кыргызстана, в котором в качестве моделей выступали женщины, пережившие насилие. Почему-то в этом году было весной прям, вы знаете, волна насилия над женщинами, очень много было локачу, очень много было насилия над детьми. Мне реально было очень обидно за женщин. И я поняла, что у нас есть очень много великих женщин. Это женщины-воины, это такие как Касайкал, Джагул Мырза. И с этим проектом обратилась в ПРООН. Сказала, говорю, я не хочу, чтобы они были одинакового возраста. Я хочу, чтобы Курманджан Датка была Курманджан Даткой. Каждая модель нашла свою героиню. Ко мне были очень много вопросов. Сказали, а что ты, говорит, дизайнер, и поднимаешь вопрос алакачу, насилие. Я говорю, хорошо, а кто? По окончании этого проекта очень многие женщины, они очень сильно изменились, они поверили в себя. Деятельность гендерной программы ПРООН является одной из основных движущих сил в стране по поддержке государства в достижении гендерного равенства. Содействие международных доноров ПРООН укрепляет стремление государства к реализации прав женщин и развитию равноправия.